Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о нашей новой книге «Байгала и Тонут». Она издана в 2019 году при поддержке гранта от Министерства культуры Республики Бурятии совместно с издательским проектом «Бурят-Монгол Ном». Вообще над этой книгой работала очень большая команда. В первую очередь это Дима Галсан, технический редактор и верстка, то есть это он занимался дизайном книги, раскидывал текст, в общем. Он является куратором издательского проекта «Бурят-Монгол Ном». У них очень-очень много очень такой хорошей, красивой литературы на бурятском языке, есть с переводами, есть только на этом языке. Также он является куратором фестиваля «Типомания» в городе Улан-Удэ, который уже 2 года проводится у нас в городе. Приезжают разные иностранные дизайнеры, в общем, такое очень хорошее мероприятие. И автором текста у нас была в этом году Светлана Шантагарова. Она по образованию журналист, работала в Монголии на телевидении и сейчас пишет небольшие тексты в свой блог. Получается, переводом у нас занималась Хандама Дамдинова. Она занимается репетиторством по бурятскому языку и ведет блог в Инстаграме Бурят Хелен. Очень такой милый, красивый блог. Также у нас был перевод на английский язык, книга полностью трехязычная, и переводом занималась Тристра Ньюер. И вот недавно мне одна девушка сказала, что она думала, что мы выдумали эту девушку, сами перевели, но на самом деле действительно она существует. Вот ее страничка на Фейсбуке, она очень нам помогла, она очень интересуется бурятской культурой, так она, получается, живет в Америке, учила там русский язык, потом приехала в Россию и учила бурятский и монгольский язык, представляете? То есть вообще, когда я это узнала, мне сразу захотелось, то есть я подумала, если человек из Америки знает так хорошо наш язык, почему как бы мы так сильно отстаем? Вот, и она, конечно, очень нам помогла, она занимается переводами и пишет статьи и книги. Вот, редактором текста на бурятский язык у нас был Жаргал Бадагаров, это знаменитый ученый-лингвист, самый известный, наверное, один из самых известных в мире бурятоведов и монголоведов. И, получается, редактор русского текста у нас была Нина Чугунова, она журналист, окончила факультет журналистики в МГУ, входит в Союз писателей России. В общем, у нас очень такая большая команда, и все находились у нас в разных местах на момент создания книги. Я жила и Света, мы жили в это время в Монголии, Дима находился в Улан-Удэ, Хандама жила в Чехии, в общем, Жаргал Бадагаров где-то там проводил какие-то лекции в Европе тоже, ну и Тристра находилась в Америке, то есть у нас был такой очень большой разрыв по времени, иногда, вот особенно в последние недели, мы почти вот как бы не спали, постоянно сидели в Фейсбуке и смотрели, кто что написал, но тем не менее, я считаю, что работа шла очень-очень легко. Вообще книга получилась такая, мне кажется, легкая, бодренькая, и именно этого мне и хотелось. Мне хотелось, чтобы книга была такая какая-то несложная. И в целом вся работа тоже так складывалась, потому что у нас такой очень хороший коллектив, и я просто очень-очень благодарна, что смогла поработать с такими крутыми людьми в одной команде. И хотелось бы сказать большое спасибо всем читателям, которые поддержали наш первый проект. Это «Лето в деревне», Худагайзун. Книга стала очень такая тоже популярная, вошла в топ, в шорт-лист конкурса, всероссийского конкурса книги «Жар-книга». То есть достаточно такое хорошее получила признание, и также очень много мне писали людей, что она действительно им понравилась. Когда такой успех пошел у этой книги, мы задумались о том, чтобы создать новую книгу, и тоже как бы направление мы выбирали, чтобы было какое-то обучение.
И то есть я очень долго не знала, с чего именно начать. То есть я думала или сделать словарик, или что-то еще. То есть очень долго у меня не было никакой идеи. В итоге, как обычно это бывает, в последний момент перед подачей на грант я разработала вот эту концепцию, что я хотела сделать счет. Мне очень нравится. Я вспомнила, как когда ходила моя дочь в Монголию в детский садик, каждое утро они с нянечками и воспитателями делали зарядку. И темп, вот этот ритм этой зарядки был очень такой классный. Нык, хайр, гуру, дуру. И вот эти маленькие ребятишки, они что-то танцевали все время под это. И потом, когда я шла домой, я прям постоянно напевала себе, потому что этот такой звонкий ритм, он как бы в голове у тебя оседает очень хорошо. И мне очень понравилось, как это звучит. Я подумала, что будет классно сделать такое же, ну, на бурятском языке. Но, правда, у нас, конечно, здесь не песня, но, по крайней мере, чтобы мы хотя бы, допустим, познакомились с цифрами. Вот. Я думала сделать книжку даже от 1 до 100. У меня были какие-то такие психоделичные планы. Я хотела сделать, например, начать с 1 собачки, потом на второй страничке, например, там 2 кошки и закончить, не знаю, 100, там, не знаю, оленей, там, то есть, ну, сделать, чтобы там просто вообще. Потом что-то я подумала, ну, наверное, это будет как-то маленько, может, странно. В общем, или вообще я думала сделать тоже предметы быта. Ну, то есть, может быть, мы потом это сделаем, то есть это больше такой арт-проект будет, чем, наверное, как для детей. Вот. Потом у меня также постоянно крутилась мысль о том, чтобы как-то это связать с экологией. И потом я уже пошла в обратную сторону. Я хотела сделать книгу от 100 до 0. То есть, например, ребенок открывает книгу, и мы видим, что на берегу Байкала 100 видов разного мусора. То есть там бутылки всякие разные, в общем, банки, в общем, пачки, упаковка. Вот. Ну и с каждой страницы бы ребенок бы как будто бы очищал, но в то же время подумала, сколько же мы бумаги потратим вот на вот это вот как бы на мою супер идею. Поэтому пока что эта идея тоже у нас как бы осталась где-то там в закромах. Может быть, это как-то, я не знаю, потом можно в цифровом виде организовать. Но вообще она мне нравится. То есть я подумала, что что-то я хочу сделать, наверное, с озером Байкал. И поэтому мы назвали сразу книгу «Байкальский счет». Сразу примерно оформили концепцию, что мы будем делать книгу на основе вот как бы вот нашего озера. И дальше, в общем, я уже думала, то есть я думала или сделать, вообще сначала я думала сделать такую простую книгу, допустим, не знаю, 1 шишка там и какие-то факты о шишках, там, да, там, не знаю, 2 камня байкальских, там, что-то о Байкале, то есть такую больше нон-фикшн книгу, но тоже, в общем, очень долго думала, пока вот, потом поехала в Монголию тоже, и у меня этот процесс, у меня обычно процесс вот этого думания очень так долго происходит, я просто вообще везде об этом думаю, и может даже вот правда, мне кажется, многие думают, что может я там ничего не делаю, а я просто вот в этот момент я ничего не делаю, я думаю, вот. Ну и в общем мы гуляли с моей подружкой, с детьми, и разговорились, и, в общем, я узнала, что Света работала журналистом, и просто рассказала ей, что вот я вот сейчас работаю над книгой, и у меня как-то вот застопорилось, я вот не знаю, как лучше сделать. И Света предложила, что, а может быть, вплетем туда какую-то историю, чтобы детям было как-то интереснее как читать эту книгу, потому что тоже энциклопедии, там, ну, не всегда детей как бы это может зацепить, и к тому же, ну, истории про друзей, это всегда как бы ребенок может себя проассоциировать с главным героем. Мы очень долго думали тоже, каких сделать друзей. Это должно быть 2 мальчика, или там 2 девочки, или мальчик-девочка, или там, или вообще гулять по лесу мальчик-бабушка. Я все время думала о людях, а потом как-то так я подумала, что почему я не думаю о животных? То есть мы начали думать о животных, тоже мы думали о наших местных животных. То есть это может быть барашек и там, не знаю, чайка, 2 барашка или там 2 нерпы. Вот. Но в итоге мы остановились на варианте чайка и нерпа. И мне этот вариант понравился тем, что такие персонажи, они получились разномастные, то есть у нас такая пухленькая тетушка Нерпа и ее такой очень такой худенький друг Чайка, то есть они как бы, мне кажется, они так интересно вместе смотрятся, и поэтому мы решили вот как-то за них зацепиться.
И потом уже как бы начались поиски персонажа, Света начала думать насчет сюжета, что-то мы совместно придумывали, что-то конкретно только ее идеи, вот, и получается персонаж Чайки достаточно быстро у меня родился. Вот сейчас покажем вам примеры, то есть чаек, которых я смотрела. Я хотела сделать каких-то более абстрактных чаек, там, добавить немножко что-то от Кандинского. Ну, в итоге вот у меня получилась вот такая чайка. Она, в принципе, достаточно простая, ну, как сказать, ничего в ней необычного нет, только вот у нее такая шляпка получилась. Ну, мне кажется, прикольно выглядит. Вот. И тетушку Нерпу мы достаточно долго, я, в общем, думала, как ее сделать. У меня было много вариантов. Почему-то я изначально хотела, чтобы она была одета в шляпку. Я не знаю, я, видимо, в то время пересмотрела фотографии королевы Англии и, в общем, и постоянно сохраняла себе вот эти ее шляпки, но они достаточно такие эксцентричные, и сложно, допустим, их как-то стилизовать. Я решила сделать более такую в итоге простую шляпку. Но вот варианты тоже, вот какие у нее были шляпки, то есть были из бантиков, были еще какие-то, то есть здесь еще не все варианты, там были и беретки, было что-то еще. То есть я хотела сделать такую более какую-то стильную нерпу, чтобы она была такая, какая-то такая интересная дамочка. То есть у нее есть еще сумочка, очки, и, в общем, она хоть и пухленькая, но очень себя любит и собой восхищается. Вот. Также вместе с автором книги, со Светланой, мы решили разделить книгу на такие блоки, как сюжет, и здесь, получается, у нас есть такие вот цифры, то есть здесь можно рисовать, вот как раз у меня уже дочь здесь порисовала. И есть еще у нас несколько мастер-классов. Мы решили дополнить книгу мастер-классами, чтобы ребенок мог как-то с ней еще больше, может быть, поработать. Здесь у нас первый мастер-класс – это «Сделай ожерелье, как у Нерпы». Она делает из ракушек, а мы делаем из макарошек. Это задание подходит, как я думала, вообще для маленьких детей, где-то года 3, но, допустим, вот на днях я позанималась со своей дочерью и с племянницей, им тоже было достаточно интересно поразукрашивать макароны. И вторая часть, ну, у нас такие очень-очень простые здесь мастер-классы, это вот как сделать гербарий собственными руками. Так, где мы делаем гербарий, тоже получается, ну, это такой, получается, тоже детский достаточно метод, то есть мы высушиваем растение, можно его посадить в рамочку и, допустим, подписать название. Обязательно мы оговариваем, что растение должно быть не редким, не занесено в Красную книгу, то есть чтобы ребенок мог сразу знал, какие растения можно срывать для поделки, а какие нет. Но сегодня мы с вами попробуем сделать один из этих мастер-классов, мы сделаем с вами бусы из макарон. Это достаточно очень-очень простой, легкий мастер-класс и достаточно увлекательный. Есть много способов, как раскрасить макароны. Ну, в общем, я воспользовалась достаточно простым для меня, потому что там другие способы. Это нужны были пищевые красители, которые я пока не нашла, или же можно делать гуашь, смешивать со спиртом, но тоже вот как-то мне не хотелось это делать, потому что, в принципе, вручную их достаточно просто раскрасить. В общем, берем макароны, какие вы найдете, разные, главное, чтобы через них могла потом пролезть ниточка. И берем обычную гуашь, например, там, то есть ребенок может выбрать какой-то цвет. Берем, например, вот красную гуашь. И чем младше ребенок, конечно, тем крупнее лучше взять макарошки, ему будет интереснее, ну и бусы будут эффектнее выглядеть. Первоначально мы сможем прокрасить не всю поверхность, конечно, потому что здесь вот у нас, видите, палец держит. И получается мы оставляем сушиться вот эти макароны. То, что с той стороны чуть-чуть задевает бумагу, ничего страшного, можно потом еще раз подкрасить. Можно сделать, вот, допустим, вчера мы разукрасили, а потом еще сверху, когда уже все высохло, можно покрывать различными какими-то, делать такие пятна, какие-то еще разводы. Можно делать макаронину разных цветов. В общем, здесь нет никаких строгих правил,
Поэтому, вот, например, у меня сейчас макарошка будет такая смешанная, красный и желтый цвет. Это, ну, очень-очень простой мастер-класс, тем не менее, это очень так весело, поэтому можно попробовать сделать с вашими детьми. Покрашенные макароны мы оставляем сушиться, в это время можно заняться другими. Или вот, например, я сразу достаю, вот, которые мы вчера с девочками разукрашивали, с моими племяшками, и покажу еще, как можно дополнительно как-то их с ними еще побаловаться. То есть мы берем краску, лучше брать прямо густо краску и какую-то такую жесткую кисточку, и можно дополнительно вот создать такие капельки. Это будет придавать такую необычную фактуру, и как-то поинтереснее уже будет смотреться, более профессионально. Вот, видите, какие получаются классные капли. Они так повеселее уже смотрятся. Ну и теперь у нас остается самая увлекательная, наверное, часть. Это уже дизайн наших бус. Здесь можно выбирать как-то по цветам. То есть, например, так, у меня здесь эта бусина, оказывается, еще плохо засохла. Какие-то выбирать цветовые сочетания, а можно вообще делать как душе будет угодно. Мне вот понравились очень черные ракушки, они выглядят, мне кажется, очень стильно. Можно разбавлять какими-то еще, может быть, у вас дома есть пуговицы или деревянные бусы, сделать такой более сложный дизайн вашего украшения, чтобы ребенку было более интересно. Ну или добавить каких-то там таких бусин из наборов, которые блестящие, потому что многие современные девочки все-таки любят, чтобы все как-то сияло, блестело. А можно вообще, я даже вчера думала, сделать какие-то бусы из макарон, которые вообще мы не красим, например, а просто ну, и такого натурального цвета, и добавить, например, деревянные бусы. Будет тоже очень классно смотреться. Ну вот, примерно вот что-то такое получается. Можно одеть вашему ребеночку, и у него получатся такие же бусы, как у Нерпы. Также в книге мы хотели затронуть тему экологии, но не делать это очень навязчиво, потому что это в первую очередь это детская книга, но все равно мы хотели, чтобы ребенок знал о том, какая проблема существует на Байкале. И самое главное, то, что мы с вами можем как бы поучаствовать, как мы можем не навредить нашему любимому озеру. У нас вот когда здесь Нерпа и Чайка гуляют по лесу, тоже дети наблюдают, что валяются бутылки, какие-то упаковки от чипсов. То есть как бы мы же с вами пример для детей, поэтому как бы мы можем это обговаривать, что мусор оставлять на природе это нехорошо. Здесь у нас также есть еще один раздел, где Нерпа и Чайка плывут на лодке, и они встречают у нас 7 амулят, которые не могут попасть к своей маме. И они, конечно же, их спасают. И также вот мы видим, что на дне озера Байкал очень много какого-то мусора. Здесь у нас вот бутылочки. И, конечно же, наши любимые герои спасают вот этих вот замечательных амулят и помогают им вернуться к их мамочке. Вот. И в связи с этим я подумала, что мы с вами сегодня можем сделать еще одну поделку из пластиковой бутылки. То есть мы покажем, что можно делать вообще с пластиковыми бутылками. Как известно, их можно сдавать. Сейчас в Улан-Удэ появились замечательные сетки, куда можно приносить пластиковые бутылки. Обязательно нужно объяснить детям, что и бутылки нужно помыть, потому что даже не все взрослые люди это знают и кладут туда какие-то грязные совершенно бутылки, потому что так, конечно, их легче будет перерабатывать. И также можно делать какие-то поделки из бутылок. То есть вот я взяла обычную бутылку, отрезала ей верхнюю часть, и сейчас мы попробуем ее превратить
в такой вот замечательный стаканчик для каких-нибудь карандашей, или вот я даже видела, что в подобные горшочки сажают растения. Но я не знаю, насколько этот горшочек хорош в плане вентиляции для растения, поэтому я как бы больше предлагаю вам сделать сегодня какую-то такую карандашницу или вот баночку для кисточек. Мы будем делать с вами такого котика. Ну, сейчас нужно подготовить нам замес. Я брала сразу уже готовую бумагу, вот такую двустороннюю цветную, и сейчас буду пробовать такой же сделать замес. Я вырезала 2 ушка, ну это очень просто, какие-то такие треугольнички, и какой-то вообще совершенно сумасшедший хвост. То есть это может делать ваш ребенок, это можно сделать неаккуратно. Вообще мне нравятся неаккуратные детские поделки, они какие-то более искренние, и видно, что ребенок действительно старался и сделал это сам. Вот. Ну и в общем, я тоже сейчас буду делать неаккуратную детскую поделку. Так, сейчас вот я буду готовить замес. Чтобы получить голубой цвет, ну, наверняка все взрослые знают, но я так для детей, что нужно приготовить белую краску и добавить в нее синий цвет. Ну, вот, в принципе, примерно что-то подобное у меня сейчас получилось. И гуашь вообще отлично ложится на такую поверхность. Пусть дети не волнуются, если там что-то получается неровно, потому что в этом, наоборот, есть такой шарм. Если что, покажите детям мои рисунки, они все такие у меня маленько неаккуратные. Также я опять добавляю свои любимые вот здесь пятна. Такую небольшую делаю абстракцию. Так. И можно приклеить ушки. Чуть здесь их смазать клеем. А можно делать не обязательно. То есть я вот делаю что-то вроде наподобие котика, но можно сделать вообще, что вам будет угодно. Можно сделать монстрика, можно сделать динозавра, можно сделать, попробовать сделать нерпу. Это было бы прикольно. То есть я вчера долго думала, как ее можно так сделать. Ну, наверное, какую-то шляпку, если ей сделать, чтобы было более понятно, что это не кот. Вот, смотрите. По-моему, уже классно смотрится. И сейчас остается нам только нарисовать мордочку. Для этого берем черную краску. Так, кисточку. И рисуем. Можно вообще сделать, как вам захочется. Я делаю такую немножко похожую на свою же нерпу мордочку, потому что у них примерно вот как у кошечек подобное лицо. Тут уже вы можете поэкспериментировать с вашим ребенком, сделать какую-то более хулиганскую мордочку, там, я не знаю, сделать один глаз открыт, другой закрыт, очки одеть. Ну, то есть, в общем, вот, смотрите, у нас уже готова такая прикольная подставка для кисточек. Можно туда же даже складывать и клей, то есть, вот. И ребенок сделал это сам, это же классно. Всем спасибо за внимание. Я очень рада будет, если вам понравится это видео. Мы старались сделать это комфортно, чтобы вы могли из дома посмотреть нашу маленькую презентацию. И в конце видео, напоследок, я думала разбавить свое видео какими-то интересными фактами о нерпе. Почему я это решила сделать? Потому что, когда я ее рисовала, мне стало интересно, ну вот, как бы, чем вообще там, что кушает нерпа, там, как она живет. И довольно-таки интересные факты я обнаружила. Ну, как известно, нерпа — это единственное млекопитающее на Байкале. Неизвестно, до сих пор ученые спорят, откуда она появилась.
Но вот меня очень удивило, что байкальская нерпа умеет, например, задерживать свою беременность, например, то есть если, видимо, может быть, какое-то неблагоприятное время, она замораживает своего будущего детеныша, и он, как бы, получается, как бы там, в общем, в заморозке вот и находится, и через год, на следующий год, нерп поражает уже не одного детеныша, а двоих. В общем, мне кажется, это такой удивительный факт. Также спят байкальские нерпы в воде, так как могут очень долго находиться без движения, и когда она спит, к ней можно даже подплыть, она даже ничего не почувствует. Байкальская нерпа, несмотря на то, что она такая пухленькая, плавает очень быстро и разгоняется в воде до 25 км в час. И живут нерпы от 55 до 60, до 56 лет примерно в среднем. Детеныши, как известно, окрашены в белый цвет, они называются бельки. И у байкальской нерпы очень хорошо развиты слух, зрение. У нее есть 3 века над глазом, и когда нерпа долго находится на солнце, у нее начинают появляться слезы. Вот. В общем, и еще любопытный факт: внешне самка нерпы никак не отличается от самца нерпы. Вот такие у меня напоследок вам факты. Можно, конечно, дальше больше почитать и рассказать вашим детям. И напоследок я хочу объявить о конкурсе. Можно выиграть нашу книгу с моим автографом. Для этого нужно внизу под видео в комментариях написать небольшие стихи от ваших детей. Это могут быть четверостишья, могут двустишья. Вы можете побаловаться с ребенком, придумать какой-то безумный стих вообще с выдуманными словами, чтобы это было очень как-то забавно и интересно. Тема для стихов — это Байкал. Вы можете рассказать о том, что любит ваш малыш делать на Байкале, то есть оттолкнуться от этого, можете затронуть тему экологии, можете рассказать, придумать какой-то стих про одного из персонажей или про любое другое животное, или рыбу, которую вы знаете, которые обитают на Байкале. В общем, нам очень интересно, и мы будем ждать ваших стихов. Вот. Всем пока!